Как и ожидалось, главным событием пятницы стало пятилетие провозглашения независимой Ичкерии, с размахом отмеченное в отвоеванной столице республики. На месте торжеств работал наш собственный корреспондент Александр Абраменко. Сегодня, как и ожидалось, в Чечне широко отмечался День независимости республики. Лидеры сепаратистов сдержали данное ранее обещание, и ни в одном из крупных населенных пунктов, включая Грозный, не было военных парадов. Командование федеральных сил в Чечне опасалось, что после вывода из столицы вооруженных формирований любая массовая демонстрация силы в одностороннем порядке может дестабилизировать обстановку. В центре Грозного сегодня состоялся лишь многолюдный митинг и проводились обряды жертвоприношения в память о погибших. Хотя люди вели себя достаточно эмоционально, никаких эксцессов замечено не было. Даже тех вооруженных боевиков, которые в порыве эмоций пытались пострелять в воздух, тут же одергивали. По всему было видно, что чеченская сторона заинтересована в том, чтобы все прошло гладко. Особенно после того, как накануне Александр Лебедь и Аслан Масхадов успешно завершили еще один раунд переговоров. Кстати, в то время как в России у Лебедя находятся критики, здесь в Чечне его авторитет только растет. Огромное, большое спасибо Лебедю за то, что он остановил вот эту войну. Центром же проводимых сегодня в Чечне мероприятий, впрочем, как и раньше, был не Грозный, а селение Цоци-Юр. Со всей республики из-за ее пределов сюда всегда съезжается масса народа, чтобы почтить память воинов джихада. Здесь находится мемориальное кладбище, где с большими почестями хоронят людей, погибших за идеи ислама и свободу своего народа. Мусульмане говорят, что они после смерти сразу попадают в рай. Но какой бы безмятежной ни представлялась загробная жизнь, близкие погибших сегодня плакали. Почтить их память в Цоци-Юрт приезжал и лидер чеченских оппозиционеров Зелимхан Яндарбиев. Выступая на митинге, он в очередной раз дал понять, что смерть этих людей была не напрасной. И идея независимости для них остается по-прежнему главным приоритетом. Оценка ситуации ваша сейчас? Ситуация нормальная. Как будет развиваться, как думаете? С нашей стороны мы готовы продолжить мирный диалог и привести взаимоотношения между чеченскими и российскими государствами, народами к миру. Мы видим, что в Москве есть силы во главе с Лебедем, которые того же хотят. Но там есть силы, которые этого и не хотят. Чеченцы, которые до сих пор не верят в смерть Джохара Дудаева, говорили, что сегодня он предстанет перед ними целым и невредимым. Но чуда не произошло. И очевидно, что с войны, которую в Чечне пока удалось остановить, уже никому не вернуться. Сегодня в Чечне отмечали не только День независимости, чтили память погибших, но и радовались наступившему миру, надеясь на то, что, по крайней мере, в ближайшее время Чечне больше не потребуются воины джихада, и их не будут хоронить на мемориальном кладбище в селении Цоци-Юр. Александр Абраменко, Сергей Смирнов, Александр Новиков, телекомпания НТВ «Чечня». Пятилетие самопровозглашенного суверенитета Ичкерии заставляет мысленно вернуться к истокам происходящего сегодня, временам, когда сохранялась возможность погасить конфликт в самом зародыше. Чеченский суверенитет являлся ничем иным, как сепаратистской метастазой того страшного явления, которое произошло после ГКЧП, после августа, а именно распада Союза. Выступая 28 августа в первый и последний раз на Верховном Совете Союза, как депутат Российской Федерации, я как раз сказал тогда, что провозглашение независимости в бывших союзных республиках вместо подписания нового союзного договора равноправных республик-государств является не что иное, как нож в спину победившей российской демократии. Этот день действительно запомнился как военный переворот. Не случив этот переворот тогда, сегодня этих жертв, я уверяю вас, просто не было бы. И Чечня была бы одной из самых таких расцветающих республик на территории СНГ и России. С той поры чеченская нация разделилась на тех, кто признает праздник 6 сентября, и тех, кто его демонстративно игнорирует. Для меня говорить, что это праздник, не приходится, я бы его больше назвал бы торжественным днем всеобщих похорон. Примирение, нормально, то есть праздник — это когда брызги шампанского летят. Мы умиротворились. После 2 лет жестокости люди пришли к выводу о том, что пора прекращать жестокость. Насчет религиозного праздника у нас есть, как и у всех мусульманских государств, Пасха, который отмечается ежегодно, и есть еще праздник Курбан-байрам, который у нас тоже отмечается ежегодно.
Других праздников таких больших я просто не знаю. Генерал Лебедь, выступивший в День независимости Ичкерии в прямом эфире программы «Герой дня», хорошо осведомлен о разногласиях внутри чеченского общества, но убежден, что полярное отношение к прошедшему празднику не станет причиной непоправимого раскола. За последние лет 300 народы Северного Кавказа, при всей их многочисленности и разнородности, между собой ни разу не воевали. То есть там действуют традиционные, древние способы урегулирования конфликта. Я думаю, что и здесь традиции сработают. Ведь хорош был план Хасбулатова, когда он явился в Чечню. Этот план состоял в том, чтобы 17 ноября 1991 года провести всеобщие выборы, мирно и спокойно найти замену Завгаеву, поскольку Завгаева тогда Дудаев и дудаевцы обвиняли в содействии ГКЧП. Нельзя не признать, что за истекшее пятилетие день 6 сентября приобрел все атрибуты общенационального праздника. Каждый должен позаботиться о том, чтобы в эту ночь 7 ближайших соседей твоих никто не лег голодным. Во всяком случае, ты не имеешь права лечь сытым, если среди в этом радиусе есть кто-то голодный. То есть каждый поделится всем, чем может, с тем, кто нуждается. Серьезные сомнения во взаимовыручке чеченцев даже в праздничный день вынес из своей последней поездки в Чечню генерал Лебедь. Люди попали в странную ситуацию, когда кличут друг друга бандитами и обвиняют в антиконституционности. Поэтому я бы вообще сейчас воздержался на их месте от резких движений, резких слов и объявления амнистии. То опять можно до драки дообъявляться. Но это мое человеческое мнение. А у членов Совета Федерации серьезные опасения, как бы документы, подписанные генералом, не стали прологом к полному отделению чеченского государства. Нам нельзя подталкивать процесс и мешать мирному соглашению, но мы не можем и ждать, если он пойдет не в ту сторону. Государство, власть обязана в целом заботиться о своем государстве, больше того, о своих детях и внуках. Это святая обязанность и законодательной, и исполнительной власти, и президента. Что касается независимости или самоопределения, с тех пор, как человечество вышло из первобытного состояния, возникло естественное право нации самоопределяться вплоть до создания собственного государства. Те районы, которые готовы быть в составе России, должны быть в России. Те, которые не готовы, хотят жить по-пиратски, по-флебустерски, пусть будут независимы. Конечно, никакими соглашениями сейчас невозможно изменить статус Чечни. Главное, чего достигло соглашение, подписанное Лебедем, то, что вопрос об изменении статуса отнесен на 5 лет. Судя по настроениям ичкерийцев, опыт прошедших 5 лет вряд ли убедил их ждать решения своей судьбы еще столько же. Amin almasar amin. Salam buyursun. Peygamber zamanına dün peygamber kılır. İsani bir halka boş. Nakşir işbahdı on sözler Allah'tan dik ol şeyh boş kılıyor yazıyor ve kuzum. Nakşişi! 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 С нашей стороны мы готовы продолжить мирный диалог и привести взаимоотношения между чеченскими и российскими государствами, народами к миру. Мы видим, что в Москве есть силы во главе с Лебедем, которые того же хотят. Но там есть силы, которые этого и не хотят.